Мне кажется порою, что солдат В этой сцене фильма «За нами Москва» режиссера Мажита Бегалина Бауыржан Мамышулы, который назначен командиром полка, хоть и остается старшим лейтенантом, принимает драматичное решение. От Крюкова до Москвы по прямой всего лишь 30 километров. Ни одного рубежа, где можно зацепиться. Дай нож. Что вы делаете? За Крюковым для нас земли нет. Или умрем, или остановим немцев. Трое суток с 3 декабря 1941 года бойцы полка Мамышулы вели бои за деревню. И, наконец, 6 декабря смогли выбить немцев из Крюкова. Именно отсюда начался разгром фашистов под Москвой. Это программа «Легенды армии». Я Александр Маршал. Подвиг Бауыржана Мамышулы, как и подвиг его бойцов, был известен в Советском Союзе каждому благодаря повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». Пьесу по этой повести ставили многие театры. Постановку МХАТа имени Горького показывали по телевидению. Роль Мамышулы в ней исполнял популярный актер Борис Щербаков. Но сегодня новым поколениям порой кажется удивительным, что казах, который и в Москве-то никогда не был, готов был умереть на подступах к ней, но не пропустить немецкие танки. И в этом стремлении командира поддержали сотни уроженцев Средней Азии. 60 дней его батальон, а затем и полк, преграждал дорогу фашистам. Какие же слова и поступки будущего героя Советского Союза Бауыржана Мамышулы зажгли сердца его бойцов, сделали их примером невиданного героизма. 18 ноября 1941 года, когда генерал Панфилов трагически погиб от осколков немецкой мины, 316-я стрелковая дивизия была преобразована в 8-ю гвардейскую. На совещании, где обсуждали вопрос о присвоении дивизии имени генерала Ивана Панфилова, только что назначенный комдив Василий Ревякин неожиданно выступил против. Тут Мамышулы не выдержал, схватился за пистолет и выстрелил бы, не удержи его товарищи. Скандал замяли, а 23 ноября 1941 года дивизии официально было присвоено имя ее первого командира Ивана Панфилова. В 1963 году кубинского лидера Фиделя Кастро спросили, кого из героев Второй мировой войны он считает своим кумиром. И тогда командант и назвал имя советского офицера из Казахстана Бауыржана Мамышулы. А его подвиги кубинский революционер прочитал в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». В том же году полковник Мамышулы был приглашен на Кубу в качестве личного гостя министра обороны Рауля Кастро. На острове Свободы казахского героя встречали почти как Юрия Гагарина. Мамышулы читал лекции о военной тактике, а кубинские военные избрали его почетным командиром 53-й дивизии революционных вооруженных сил Кубы. Признание на родине легендарный защитник Москвы получил лишь посмертно. В 1990 году, полвека спустя после его подвига, золотая звезда Героя Советского Союза пришла в Казахстан. Там ее считают наградой всему казахскому народу. Люди хотят драться. Когда прибыли на место? Дивизия прибыла 12 октября. По фронту заняли оборону 41 километр. Так. Какой участок обороны вы считаете наиболее уязвимым? Я считаю, вот от совхоза Балычева до реки Руза 20 километров. Тут мы сели на колышки. То есть как? Сели на колышки, Константин Константинович. Нам обещали оборонительные сооружения, а сделали разметки колышками. Так что, скажу честно, копать только начали. Не потому так часто
и печаль. Мы замолкаем, глядя в небеса. Вот, смирно! Вольно. Где лейтенант? На левом фланге. Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Да, понимаешь, пошли в атаку. А он бьет. Мне кажется порой, что солдат Товарищ комбат, взвод! Отставить. не пришедшие. Что за люди? Из окружения, товарищ комбат! Кто их пустил в расположение батальона? Товарищ комбат, я думал... Думал. О чем ты думал? Готовить оборонительный рубеж или кормить беглецов? Да что мы, товарищ старший лейтенант, пленные, что ли? Ничего, товарищ старшина. Слава богу, с моим попали. Построить беглецов. Есть! Есть построиться, товарищ старший лейтенант. Выходи строиться! Оружие есть? Только 2 патрончика осталось, товарищ старший лейтенант. Целый месяц берегу. Думал на всякий случай. Один для немца, другой для себя. Воевать будем. Об этом потом поговорим. А пока ведите своих беглецов в батальонную кухню, накормите. Есть! Равняюсь! Верно! Направо! Шагом! Марш! Спасибо, товарищ старший лейтенант. Может, и встретимся. Мне кажется, Лейтенант, порою, оставить позицию, что солдат вывести взвод на опушку леса. с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то. Ай, Мадас! Ана жерде неміс бір тұтқанда тұрды, жүріп барайық. Ой, қол көтердігін еді. Қол дейді, қол! Ой, жүр, жүр! Аңғармай! Они до сих пор летят. Я очень рад, что ты здесь. Да, где штаб полка? Отошел, а куда не знаю. Не потому, как часто и печаль мы замолкаем в небеса. Так живую рыбу возьмешь и скорее навесы, а на хвостом они разут дарит. И 100-150 обязательно. И заверни покупателю «До свидания». На исходе дня Ангарбай, а что ты будешь делать, если ты в плен попадешь? и в том Не попаду я в строю есть Послушай, промежуток в бою мал. всякое бывает. С ответом не торопись.
Не попаду Быть ли в может, А если тебя убьют? это место Буду лежать убитый. для меня. Ну вот, ты лежишь убитый. Открываешь глаза, а ты ранен. Настанет день Нет, в госпиталь ты не поедешь. журавлиной стаи. Открываешь глаза, кругом немцы, ты в плену. Я Ангарбай тебя спрашивает, в такой как же звать твоего сизой мгле. Не скажу. А если тебя начнут пытать, все Из-под равно не небес спросят, сколько человек в вашем батальоне? 750. Да, но у вас были потери, раненые. Сколько человек всех осталось? вас, Все равно кого 750. А нам разведка донесла, что у вас осталось на 350. земле. Если даже останусь один живым, все равно 750. Запросите еще раз. Уточните. Да. Да? Слушаю, товарищ командующий. Да. Да. Есть. Мне кажется, порою, Товарищ командующий, что солдат хочу поделиться с вами радостью. Первый батальон Талгарского Талгарского полка под командованием старшего лейтенанта Мамышулы пробился из окружения и прибыл в Волоколамск. не в землю Нет, нет, нашу. не рассредоточено, а организовано с артиллерией когда? обозом. Да, да, так и думаю. А превратились в Есть. белых журавлей. Постойте, батенька. Да. Теперь ясно кое-что. Я-то все ломал голову, почему передышка. Оказывается, виновником всему были вы, ваш батальон. В чем наша вина, товарищ генерал? Нет, я вас ни в чем не виню. Какое счастливое и чисто случайное совпадение. Оказывается, мы с вами бились с одним и тем же противником в одно и то же время. Вы в Миловане, а мы в Рюховске. Вы пробивались, а мы отбивались. А немец-то подумал, что это делает все по плану, и испугался. Решил, что я заранее все придумал. Это нам с вами урок на дальнейшее. Ваш батальон будет моим резервом, Мамышулы. Это честь для нас, товарищ генерал. Газета «Известия» писала в то время. Поистине Мне героически кажется, дерутся казахстанцы-панфиловцы. порою, При явном что численном солдат превосходстве. В дни самых жестоких атак немцы смогли скрывал продвинуться вперед только на 1,5 километра в сутки. Эти 1,5 километра дались им очень дорогой ценой. не в землю Всю нашу. страну облетел полегли бессмертный подвиг когда? 28 панфиловцев. Наступательный порыв врага был А потушен. превратились План в врага белых завтракать в Волоколамске, ужинать в Москве сорван. Они Бои были до тяжелые. сей поры И к исходу 27 времен октября тех Волоколамск был сдан. дальних летят. Вы имели категорическое указание военного совета армии удержать Волоколамск, а вы его сдали. Я Не тверд в своем потому, убеждении. Сдача Волоколамска – это не утрата И стойкости печаль. войск. Бойцы и командиры дрались. Мы до конца. замолкаем, глядя Вся наша армия в гордится небеса. соединением генерала Панфилова. Иван Васильевич сделал все, что мог. И все же вы должны были удержать Волоколамск. Летит, летит по небу Клим устал. Почему опаздывает Мамышулы? Разрешите, Летит товарищ генерал? в туман. Никогда бы не подумал, что вы можете На опаздывать. исходе Извините. дня. Прошу. И в том строю Товарищ Мамышулы, есть промежуток. вы помните одно счастливое совпадение, когда вы прорывались из окружения, Быть а мы может, отбивались? Помню, это товарищ генерал. место Вот тогда оно было для случайно. меня. А теперь такое совпадение мы задумаем сами. Пойдемте подумаем, посоветуемся. Едва ли я гожусь советчиком, товарищ генерал. Ну, иногда на деле у вас получается, так что кое-что посоветуете. Я плохо знаком с обстановкой. Ну что, смотрите на карту, ознакомьтесь, подумайте. Садитесь. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого Подробнее знакомьтесь с силами оставили противника. на земле. Пока лишь понял одно. Куда вы меня хотите послать? Вот это мне и нужно. А зачем? Мне Я вам сейчас все кажется, растолкую.
порою, что солдат. Если верить вот этим данным разведки, к сожалению, до сих пор разведка наша не ошибалась. Против нашей дивизии сосредоточились две танковых, одна пехотная дивизия. Они готовятся к решительному удару. Так что Гитлер приказал в этот раз любой ценой взять Москву. Понял, товарищ генерал. 16, 17, 18, 19, 4 дня вы будете находиться в окружении. До какого числа я должен продержаться? До 20 числа шоссе должно быть в наших руках. Благодарю за доверие. Разрешите идти? Ну, верю в тебя. Аңғарбай, анау танкілерді көрдің бе? Көрдім. Бір-біреуін құртқанға медаль берілетін көрді. Сонда оның құны қанша тұрады екен? Ой, көрің. Олық дейсің сатып алады. Әй, мұның әрқайсының 1000 жылқылық күші бар. Қош дейіңіз. Bir жылқының өзі 10 бұт астық, 10 бөтілкі арақ болады. Қош дейіңіз. Баяғыда мен күрең төбелмейін сатқанда. Не в землю нашу полегли когда, а превратились в белые журавли. А до сей поры летят Комбат! Красунов, собери свой народ, выводи на дорогу. Будем пробиваться. Есть! Караев! Караев! Я! Вперед! Это место для быстрее, ребята, быстрее! Настанет день журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Раненых не оставлять. Всех вас, товарищ комбат! На земле. Рахимов, тебе прикрыть фланг. Есть! На фланг! Вперед! 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 Мне кажется порой, что солдат с кровавой, не пришедшие не в землю нашу полегли когда. Где ж твой пулемет? Разбился. Черт, это не война. Какой-то мясокомбинат. У тебя фляжки нет? Глотку промочи.
Ты что, слеп, что ли, Кельман? Мне кажется порою, что солдат Русь опоясан реками с кровавых, и дебрями окружена, пришедшие с болотами и полей, журавлями и смутным взором колдуна, не в землю где нашу разноликие народы из края в полегли край, когда, из дола в дол, ведут ночные хороводы под заревом горящих превратились сел, в белых где ведуны с журавлей. ворожиями чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся с Они чертями до сей дорожных поры снеговых с столбах. времен тех дальних летят и подают нам голоса. Тропу печальную Не ночную потому, я до погоста так протоптал, часто и там и на печаль. кладбище ночуя подолгу песни распевал, мы и замолкали, сам не понял, не измерил, глядя кому в я песни небеса. посвятил, в какого Бога страстно верил, какую девушку любил. Живую душу укачала, Русь на своих просторах ты, и вот она не запятнала первоначальной чистоты. Дремлю, и за дремотой тайна, и в тайне почивает летит Русь, по небу она и в снах Клим необычайна. усталый, Ее летит в тумане одеждой не на коснусь. исходе дня, О чем вы, Ахсакал? и в том Помнил строю Блока. есть промежуток малый. А вот моя мама знает все о Абае наизусть. Почему Быть мои дети не может, стали поэтами? Это место А сколько вас у нее? для меня. 6 братьев, все воюют. Я самый младший, любимец матери. Настанет Меня баловали, день, выучиться дали. журавлиной А где братья служат? По всем фронтам разбросала. Кроме меня все рядовым трудят. Я поплыл Ничего, и ты в командир такой ближнего боя, Шалтай. Да, сизой передний мгле. край. Жениться собирался? Из-под небес Некогда было. Учеба, действительно, служба. птичьи Начал было приглядываться к окликали девчонкам. Эти зануды полезли. всех вас, кого А если честно говоря, я им не нравится. оставил на земле. Братья получились. Во! А я вот напоследок. Ничего, у тебя пехотный рост. Индийские философы утверждают, что после смерти Мне человек кажется, перевоплощается в то, о чем он порой думал при жизни. Что Ну, солдат ты, конечно, будешь великаном. Я бы хотел увидеть свою С маму, кровавых, для которой я всегда не велика. пришедшие полей, не в землю нашу полегли. Разрешите, товарищ командующий. Старший лейтенант Мамуш... Мамышулы, здравствуйте. А превратились в белых. Иван Васильевич мне много говорил о вас, а вы теперь лично познакомились. Я не уверен, что вы единственный старший лейтенант во всей Красной Армии, который будет командовать полком. Но в нашей 16-й. Поздравляю вас с новым назначением. Благодарю вас, но я... Я знаю, что будет нелегко, но беритесь смело. Если что, обращайтесь, поможем. Благодарю за доверие, товарищ командующий. Будем воевать вместе. Москва. Мне кажется, Ты когда-нибудь бывал в Москве? порою, Нет, что солдат не приходилось. Если не считать проездом в эшелоне. не Я тоже проехал Москву. полей, Через Москву товарную. не в землю нашу полегли когда, а превратились От Крюкова до в Москвы по прямой журавлей. всего лишь 30 километров.
Ни одного рубежа, где можно зацепиться. Дай нож. Летят и подают нам голоса. Что вы делаете? Для чего нужна карта командиру? Как для чего? Ну для чего нужна карта командиру? Карта нужна командиру, чтобы ориентироваться на местность. Изучить местность для организации боя. Глядя в небеса. За Крюковым для нас земли нет. Или умрем, или остановим немцев.